Завод по производству полимерных труб в Карабулаке начал свою работу 3 года назад, и за короткие сроки предприятие уже заявило о себе не только на внутреннем рынке, но и за ее пределами. Ассортимент продукции довольно широк. Эти производственные линии способны делать трубы разного диаметра и удовлетворить запросы любого клиента. С раннего утра и до позднего вечера здесь кипит работа. Сырье у нас помещается в эти силоса, оттуда уже идет на сушилки, сушится сырье. И дальше уже поступает на линию, где 5 этапов, 5 зон расплава, поэтапное расплавление. И дальше уже через экструзионную головку выдувается, куда сразу же сырье поступает в калибратор, где калибруется, формируется труба. За день завод выпускает около 50 тонн продукции разного диаметра. Прежде чем получить на выходе готовую продукцию, полиэтилен проводит через экструдерную линию. Этот процесс занимает от 15 до 40 минут в зависимости от типа будущей трубы. А заказывают сырье для производства труб в Казани. Там производится самый качественный материал. Неоспоримый плюс полимерных труб — их можно использовать в газовой промышленности, водоснабжении, словом, в любом производстве. Полимерные трубы довольно пластичны, потому в зимнее время, когда внутри них замерзает вода, трубы не лопаются. Они просто увеличиваются в диаметре. Весь завод работает как единый организм. Современная техника дополняет работу квалифицированных сотрудников. У нас на заводе работает 60 человек. Труд человеческий минимальный. Все доведено до автоматизма практически. Ну, кроме погрузки, разгрузки в этот момент. Техника немецкая, компьютерная. Все все работает на автомате. Недавно была достигнута договоренность о поставке труб в соседнюю Чеченскую Республику. Для выполнения самого крупного заказа полимерный завод задействовал всех рабочих и все 3 производственные линии. Работа идет строго по графику. Уже в апреле заказ 300 километров труб должен быть выполнен. Завод построен в рамках федеральной целевой программы в 2013 году. За это время предприятие достойно показало себя на производственном рынке. Более 70% продукции доставляет в «Газпром». О промышленном потенциале региона, заводе полимерных труб, радиаторного швейного производства говорили также на встрече президента России и главы Ингушетии. Юнусбек Евкуров доложил, что по индексу промышленного производства прогнозируется рост на 109%, что уже говорит о хорошем имидже. По индексу промышленного производства прогнозируем где-то 109 рост. Мы открыли завод радиаторный, швейное производство, завод полимерных труб уже работает. В производстве все строго. Если на готовой продукции малейшая неровность, ее списывают на брак. На заводе налажена вся система. Каждый рабочий отвечает за свой участок, потому и не возникает трудностей. Я слежу за всем процессом с данного компьютера. Здесь полностью контролируется весь процесс производства трубы, регулируются все данные. Вот у нас стоит производительность и скорость данной трубы. Также регулируется температура данных зон. И с этих точек регулируется, какая труба и с какой скоростью она будет двигаться и производиться. Аналога заводу нет на всем Северном Кавказе. Ближайшие предприятия конкурентов находятся в Краснодаре, что дает техстрою большее преимущество в СКФО. Ведь заказчиков у завода уже много, причем за 1,5 года работы создана своя база постоянных клиентов. А с начала года здесь изготовлено около 6000 продукции. Завод полимерных труб, несомненно, гордость промышленного аспекта республики. Это дополнительные рабочие места и качественная продукция, сделанная в Ингушетии. Зелимхан Калоев, Новости 24.